Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. И сегодня у нас не будет отсыпки на песке, а сегодня у нас будет обряд на вызов суженого ряженого. Девушки, женщины, мои хорошие, я давно вам обещала. И да, я знаю, вы давно уже ждете. Но поймите правильно, такие обряды, они очень сильные. И для того, чтобы все получилось, чтобы они действительно сработали, нужно проводить их в определенные дни с учетом огромного количества факторов. И вот, да, пришлось подождать, но этот день настал. Сегодня у нас парад планет. А это очень славное и редкое событие, уникальное событие, которое влияет на жизни и судьбы людей. Также сегодня новолуние, да? А если мы хотим призвать любовь, а если мы хотим счастье получить в жизни, конечно, все нужно делать на новолуние. Поэтому не будем упускать момент, да? Хоть и пришлось подождать, но вот этот день настал. Обряд у меня будет на манке. Манка, она уникальна. Уникальна в любовных обрядах, в любовных ритуалах. Она манит, она завлекает, она счастье дает, она любовь обещает. Да? Вот маночка у меня такая, правда, желтенькая, но не пугайтесь, наоборот, это к лучшему, что она желтенькая. И я ее готовила несколько месяцев. Несколько месяцев, в определенные дни я ее уговаривала заговорами, молитвами на то, чтобы она вам, мои хорошие, дорогие девушки, женщины, послужила. Для того, чтобы каждая, кто посмотрит этот обряд-ритуал, нашла своего спутника жизни, своего идеального, суженого, ряженого мужчину. Не кого попало, не того, с кем будет потом бойня и развод, а именно мужчину для жизни, для счастья, для семьи. Вот такого мужчиночку я вам заказывала этой манке несколько месяцев подряд. Да, я начала в прошлом году. Вот, так что готовилась я по полной. Для людей, кто скептически настроен, мне вы можете довериться. Я вам скажу, почему некоторые обряды не срабатывают. Это такая тонкость, которую многие упускают, даже об этом и не думают. Для того, чтобы обряд на любовь и ритуал, особенно на брак, сработал, вам этот обряд должен проводить человек, который в браке находится, да, который уже замужем, либо женат, да, если мужчина проводит. И если тот, кто проводит, одинок, либо разведен, либо был разведен, да, уже какие-то несчастья были в жизни, либо овдовел. Вот эти люди, они не вытянут, не притянут к вам любовь, а скорее вот соберут вас под своим эгрегором одиночества, либо разводов, либо вдовства, и еще могут накликать такие вещи. С такими вещами нужно быть аккуратными. Вы меня все давно знаете. Я никогда вас ни словом, ни делом не обижала, и вообще даже в помыслах не было. Все, что я делаю, направлено вам во благо. Даже если мы лично не знакомы, поверьте, всех вас люблю, всех ценю и стараюсь ежедневно для вас. Вы знаете, что я никогда себя не рекламирую, не призываю вас на меня там подписываться, лайкать, донатить, что там обычно там оплатите мне, да, мою работу лайком. Я никогда этого не делаю, мне этого не нужно. Я вас всегда благодарю. Благодарю за то, что вы удостоили меня чести, посетили мой канал, да, посмотрели мое видео, отреагировали на мое видео. Кто меня поблагодарил, вам низкий сердечный поклон. Понимаете? Вот я вас благодарю за то, что вы уже сделали, но никогда вас не призываю. Вот, поэтому мне вы можете верить. Все, что я делаю для вас. Ну, вот такое мое призвание. Не жду я ни спасибо, ни награды. И если хотя бы одному человеку помогу, уже это будет мне большим-большим счастьем. Это будет моей наградой. Итак, обряд призыва суженого на манке. Пусть приманится самый лучший, самый угодный, самый добрый, самый заботливый и самый любящий. Чтобы, девочки мои, женщины дорогие, чтобы вы счастливы были. И неважно,
одиноки вы, либо в разводе, либо вдовствуете, чтобы счастливы были, чтобы пришел тот самый, кто согреет, обогреет, кто счастливой сделает. Пусть придет самый лучший из возможных. Понятно, что у нас будет обряд общий, возможно, будут приходить разные мужчины, разные образы, разные имена, разные возраста. Вы этого не пугайтесь. Поверьте, вас точно после этого обряда найдет. Итак, что нужно делать? Нужно немножко подготовиться. Да, есть определенные условия, которые нужно соблюдать. Во-первых, вам нужно уединиться по возможности, да, чтобы вас ничего не отвлекало. Если рядышком телефон, просто поставьте на беззвучный, чтобы там не отвлекал, ни смс-ка не отвлекла, ни звонок, чтобы вас не отвлекал. Руки, ноги, пожалуйста, не скрещивайте. Это тоже очень важно, иначе вы будете энергетическую дорогу к вам перекрывать. Да? Старайтесь, да, это неудобно, многие привыкли, я понимаю, но старайтесь, чтобы у вас ручки и ножки были раздельно. И также девушки, у кого длинные волосы. Если вы сейчас собрали волосы в пучок, хвостик, косу, расплетите, пожалуйста. Волосы также должны быть свободны, да, чтобы не было никаких ограничений. И еще один важный момент. Если на вас в данный момент есть украшения, либо одежда, подаренная вашим бывшим, мужчина, кто был, да, кто, может быть, себя некрасиво повел, либо расстались, да, либо вы вдовствуете, может быть, мужчина покинул вас, вот, пожалуйста, снимите, чтобы энергетика прошлого мужчины не перекрывала энергетику будущего мужчины. Это тоже очень сильно важно и очень влияет. Ну что ж, мои хорошие, мы с вами начинаем. Что мы будем делать? Для начала нужно произнести небольшой заговор 3 раза. Просто повторяйте за мной. Суженый мой ряженый, иди ко мне. Дорогу найди, судьба нас соедини. Любовью одари. Суженый мой ряженый, иди ко мне. Дорогу найди, судьба нас соедини. Любовью одари. Суженый мой ряженый, иди ко мне. Дорогу найди, судьба нас соедини, любовью одари. Ну и теперь давайте посмотрим, кто ваш суженый. Что за человек, имя, когда придет, когда вам его ждать, что вас с ним ждет. Ну что ж, суженый, вот он, готовенький. Готовенький. Кому-то прям сразу показали, что мужчина рак. Под знаком рак родился. Не пугайтесь, это не обязательно у всех рак, да, это у кого-то прям конкретно показали. Дальше будем в деталях смотреть. Ну что ж, давайте начнем с описания мужчины. Мужчина роста высокого вышел, прям высокий. Высокий относительно вас, либо в принципе мужчина высокий. Вы у меня все разные. Кто-то у меня дюймовочки, да, и для вас даже мужчина там 1,70 м будет высокий. А кто-то из девочек прям сама по себе высокая. Для вас мужчина там уже под двушечку будет идти. Мужчина высокий, вот реально высокий. Будете на него смотреть вот так снизу вверх. Снизу вверх. Ну и в то же время, понимаете, он высокий, он же на руках вас будет носить. Это как развлечение у него будет, либо ну вот желание, да, постоянно вас на руках носить. Ну, либо так проще будет, да, смотреть друг другу в глаза. Вот показано, что руки сильные. Сильные такие вот прям, может и накачанные, а может быть сам по себе, да, силой владеет мужчина. Вот на руки он вас постоянно как брать будет, либо, ну, как шутить будете, играть вместе так, что вот на руки вас хватает, вот то ли кружит, то ли носит. Ну, у кого как, конечно, отыграется. Телосложение. Ну, вот такое, знаете, сбитенький, подтянутый. Там нету лишнего жира, да, либо нету выпирающих костей. Мужчина ну, среднего телосложения. Да? Не атлет, не какой-нибудь качок, ну и не дрыщ, слава богу. Вполне себе сбитый такой мужчина. Все при нем, да, в полном рассвете сил. Возраст. Но здесь показывают, что молодой. Молодой. Ну, если вы молодая девушка, то будет вам подстать, да, вашего возраста, ровесник, возможно. Если вы чуть постарше, то относительно вас мужчина будет помоложе. Но это не критично.
Поймите, это не критично, это все нормально. Тем более в наше время, Господи, все уже давно уравнялось. Что мужчины на молодых могут девчонок заглядываться, семьи создавать, что и женщины. Вот. Тем более медицина, косметология не стоит на месте. Господи, в этом ли проблема? Ну вот молодым показывают. У кого-то еще отыграется, что душа молодая. Да? Может, по возрасту он прям, мужчина зрелый, а душа молодая и выглядит молодо. Да? На него посмотришь, скажешь, молодой. Но вот не дашь ему возраста, который у него, например, в паспорте стоит. Но вы к нему как к молодому, на молодого смотрите. Не на старичка, не на пожилого, на молодого смотрите. Моложавый, да? У кого-то моложавый, у кого-то младше. Это все не важно. Важно, чтобы счастье было вместе. Так, дальше. У кого-то встреча, буквально вот в следующем месяце. У нас что, март? В марте встреча. Вот она, ваша встреча. Смотрите, сразу, видите, веревочки показали. Веревочки – это те завязочки, которые сразу же между вами сформируются. Это энергетические завязочки. Вот быстро друг к другу привяжетесь. Еще так интересно, что веревочки в руках мужчины, не в руках женщины. То есть у него к вам интерес быстрее вашего пойдет. Это он будет стараться вас собой заинтересовать, привлечь ваше внимание, да, привязать вас к себе. Да? Ну вот посмотри, какой я хороший, заинтересуйся мной, смотри, какой я привлекательный, смотри, каким я могу быть. Да? Вот он будет очень стараться вас к себе привлечь. И это уже в следующем месяце. Март мне идет. Если вы позже будете смотреть мой обряд, то следующий месяц, просто в календарик посмотрите, поймете. Мужчина очень будет стараться. И еще вы как-то местами поменялись. Мужчина справа, женщина слева. То есть это говорит о том, что для вас это будет большой неожиданностью. Мне кажется, что он как-то на вас выскочит. Вот прям сам проявит инициативу, подойдет, как давай с вами знакомиться, как давай вам предлагать все и сразу. Вы аж немножко обалдеете. А может быть, даже испугаетесь. Скажете, какой наглец, да? Какой горячий, быстрый. Смотрите, как сейчас прям начну знакомиться. Но он интересный, смотрите, как красиво одет. Прическа у него, кстати, хорошая, как модная, стильная мне идет, необычная. Вот не такая, как у всех мужиков, с кем вы обычно контактируете, либо кто у вас там перед глазами крутится. Вот почему-то показано, что на голову обратите внимание, вот именно на волосы, на прическу. Может быть, как красиво там стильно уложил, может быть, очень модно, да, выстрижено там у него все. В общем, смотреть будете на его прическу. А он, значит, моментом пользуется и вас к себе вот привязывает этими веревочками. Веревочки в его руках. А вы такая немножко в шоке мне идете. В шоке и в смущении. Как-то, знаете, вот не привыкли, да? Не привыкли, чтобы мужчина вот таким активным был. Еще таким дерзким. Еще покажется, что он дерзкий. Тут мужчина вас в обороты возьмет. Уже, как знаете, в ручки ему попадете, не выберетесь. И надо должное отдать, что здесь вот какая-то женщина рядом с вами, и она прям вас к нему подталкивает. Говорит, что ты делаешь? Мужик классный, сам знакомится, смотри, какой интеллигент, красиво одет, пахнет вкусно. И она прям вас подталкивает к нему. Либо она вклинится, да, чтобы вы там далеко не убежали, и вот будет как это связующее звено между вами. Не даст вам от этого мужчины убежать. Знакомство уже в марте, да, уже в следующем месяце, и вы уже пожалуйста, в его руках. А вот здесь нам еще одно знакомство показали. Но здесь как-то при каких-то обстоятельствах, когда вы то ли в помощи нуждаться будете, то ли, как для вас такое время переживаний, я бы даже сказала, время стресса. Из-за чего-то будете переживать, либо нервничать. И мне идет время, как летнее время, когда у нас там рак, созвездие рака. Посмотрите, пожалуйста, вот именно в эту пору, когда рак у нас. И мужчина может быть рак, может быть, у него в это время день рождения. И смотрите, здесь мужчина показан очень большим и сильным, и он вам помогает. Он как будто бы с вашей спины как что-то тяжелое снимает, как с проблемой помогает разобраться. Вот той девочке именно как деловое идет. Деловое общение, деловой разговор, либо, может быть, даже оказание услуг. Допустим, да, что угодно может быть. Зуб разболелся, и вы такая раз и в стоматологию. А там, значит, такой вот прям красивый, импозантный мужчина говорит,
прошу, сейчас помогу, полечу. И все, закрутилось, завязалось, понеслось, поехало. То же самое, у вас там какая-нибудь там поломка, например, да, и вы ищете там мастера, да, ломастера, ну, да я шучу, конечно. В общем, ищете мастера, и тут появляется благородный мужчина такой, говорит, сейчас все сделаем, сейчас все будет по высшему классу, да, на высшем уровне. Вот. Также, возможно, там юрист, да кто угодно, да, специалист, человек, который помогает, который умеет делать работу профессионально, качественно, который на ваш запрос о помощи откликнется. Также возможна ситуация, что вы вот где-то заблудились, да, заблудились, и вам помощь нужна, у вас стресс, вы впервые в этом месте. И тут добрый мужчина на вас смотрит, говорит, девушка, чем могу помочь? И вы такая, вот выход ищу, либо вход ищу, либо вообще, где я, скажите мне, что это за адрес, куда я попала. И он такой, так, сейчас отведу, проведу, куда вам надо. В общем, как помощь вам оказывает, как в трудную минуту появляется на горизонте вашей жизни. И он, знаете, он вам таким покажется сильным, таким мощным, таким добрым, прям поплывете. Вот честно, вот если здесь девушка переживает, очень смущена, что мужчина такой нагленький, да, вот прям лезет знакомиться, то здесь вы на него смотрите и думаете, какой он хороший, какой он добрый, ой, как мне с ним спокойно, как теплота какая-то на вас не зайдет. Вы скажете, о, да ты ангел, да, ты не мужчина, ты ангел. Вот и познакомитесь, и я вам так скажу, вы друг другу очень понравитесь, а вы еще и благодарны ему будете, да, за то, что он к вам так отнесся, за то, что он все сделал хорошо, правильно, не обидел, там, не навредил, не знаю, как-то вы на него смотрите как на героя, думаете, надо, какой мужчина, какие руки золотые, либо какое сердце доброе, какой отзывчивый, да, вот как-то так идет. Вот здесь сразу понравится, сразу к себе расположит. Ну и плюс мордашка симпатичная. Глаза очень добрые. Вот мне идет, что глаза очень добрые. Либо именно на вас мужчина будет смотреть глазами добрыми. И вы прям это почувствуете. А еще такая вот мысль почему-то как из потока идет, что на вас никто так никогда не смотрел вот такими добрыми глазами. Вот когда вы с незнакомым человеком общаетесь, а вы его не боитесь, даже никакого смущения нет, потому что глаза настолько добрые. Вот и встреча произойдет. Мне идет, что в созвездии Рака эта встреча произойдет. Но Рак, по-моему, у нас в конце июня и до конца июля. По-моему, так. Могу ошибаться. Но явно лето. Ну и мужчина может быть по гороскопу Рак. Вот такая добрая встреча у вас произойдет. Тут еще одна встреча показана. Но тут встреча прям совсем противоположность этим двум. Здесь мужчина, которого вы как-то заприметите. Вы то ли в одном каком-то месте окажетесь, то ли в одной компании окажетесь. И вы прям на него смотрите и понимаете, что вот как 100 лет его знаю. Да, вот как тянет к нему. Тянет. Вот глаза сами на него смотрят. Вот отвожу глаза, а они меня подводят, они на него смотрят. И вот есть такое притяжение, прям меня к нему тянет. А мужчину здесь очень скромным показали. Мужчина скромный, мужчина, который вот как-то не выделяется особо, хотя такой, знаете, приятный. То ли, может, на отдыхе будете, то ли, ну, опять же, мне идет вот какое-то место, где другие люди есть, и вы его среди этих всех людей как заприметите. Вот прям, ну, понравится, в глаза бросится, да, и прям начнете о нем думать, что за человек, почему такой вот прям милый, симпатичный и один, да, или подумаете, о, 100% у него девушка есть, либо жена, прям наблюдаете вы за ним, а потом у вас возможность будет, ну, либо вы сами эту возможность организуете, чтобы к нему подойти. Вот здесь мне показано, что женщина проявляет инициативу. Вот прям подходите к нему и такая, типа, мужчина, а как вас зовут, да, что вы тут делаете, а с кем вы здесь, либо что-то другое придумаете. Ну, вы все у меня разные, но здесь именно от вас идет инициатива. Но здесь и мужчину таким, знаете, более скромным показали. Скромным, задумчивым, не знаю, загадочным, немножко отрешенным, отстраненным. Вот. Может, сам по себе такой скромненький вам достанется, не разбалованный. Ну, неплохой, очень даже неплохой вариант. Но опять же, и вы, девушки, разные. Кто-то у меня действительно сама по себе скромница, вот тут будет в шоке от того, что мужчина наглый пристал. Кто-то у меня наоборот такая бойкая, дерзкая, да, с любым пойду познакомлюсь. Ну, даже вот по приколу.
И у каждого своя история. Это не один мужчина, мы ни одного суженого на всех вызвали. Мы вызвали именно вашего, да? Вышли те, кто к вам придут. Но вот тут вы именно инициативу проявите, тут мужчина проявит, а здесь как-то взаимно у вас все сойдется. В общем, что есть, то вам и передаю. И смотрите, еще вот где вы сами подходите, здесь мужчина просто ахнет. Ахнет, счастью своему не поверит, потому что такая красавица к нему сама подошла. Вот, он так вам будет благодарен за то, что вы сделали этот первый шаг. Может быть, он тоже на вас смотрел, но не решался к вам подойти, но потому что вы совершенство. Потому что, да, вы мисс совершенства, и он, может быть, себя там недооценил. Может быть, он тоже думал, что такая прекрасная женщина не может быть одна, да, что у вас там муж, может быть, даже не один, да, и муж, и любовник. Вот. Ну вот либо отдых, либо где-то вы будете находиться, вот как компания мне идет, может быть, какое-то мероприятие, да, может даже на работе произойдет. И вы вот первое делаете этот шаг, да, вот как-то к нему обращаетесь. И у него, конечно, такая реакция на вас пойдет, вы ее никогда не забудете, будете всегда вспоминать, будете всегда с нее смеяться. То ли покраснеет, то ли побледнеет, ну, может быть, даже сознание потеряет. Ну, в общем, там разберетесь. Вот. Главное, что он будет очень забавный, очень трогательный и вот какой-то настоящий, вот естественный. И скромность вас тоже очень сильно тронет. Ну, это, как, знаете, первый шаг. Вы делаете первый шаг, а дальше он уже все берет на себя. Вот. Такая встреча. Ну, про такую встречу, да, обычно вот рассказывают там детям, внукам. И вот она такая немножко потешная идет. Так, ну, я не могу сказать тут время здесь не показали. Показали, что просто вас люди будут окружать, да, на глазах каких-то людей это все будет происходить. Так, а вот здесь нам показывают, ну, давайте скажем так, это не знакомство. Это больше похоже на возобновление знакомства, либо на встречу с тем, с кем вы уже знакомы. Встреча, которую никто не ждет. Ни вы не ждете, ни тот человек не ждет. Здесь вот действительно как сама судьба сведет, столкнет, друг к другу повернет. Вот так будут складываться обстоятельства, что вы с друг другом прям столкнетесь. Очень неожиданно и для вас, и для него. Но вы знакомы. Вы друг другу вот прям и в душе, и на лице очень сильно обрадуетесь. Ну, видно, давно не виделись, да, и вот такая радость идет. А может быть, встретитесь где-то, где вообще такая встреча была бы невозможна, потому что в какой-то другой стране встретитесь, на отдыхе где-то будете, да, и встретите мужчину там из родного города. Либо мужчину, с кем вы там за одной партой сидели, либо с кем вы там на первом курсе вуза встречались. Да? У всех, конечно, по-разному будет, но вы уже знакомы. Вот здесь точно знакомы. И хорошо друг друга знаете. Вот это еще идет информация. То есть вы уже приблизительно знаете, что от друг друга ждать, на что вы способны, каждый по-своему. И вот эта встреча, она и вам, и мужчине глаза открывает. Открывает на то, что вот и он, видно, там счастье искал, не смог найти. И вы в свое время по жизни счастье искали, не смогли найти. А тут вы встретитесь. И вот на друг друга посмотрите и скажете: точно, точно. Это мы друг другу пара. Мы друг другу суженые. Да? Зачем кого-то еще искать? И прям, смотрите, слово за слово, тут болтать будете. Здесь люди у меня просто вот говорят обо всем на свете. Разговоров, много разговоров. Вот встреча пойдет именно с разговора. Будете все обсуждать. Там, и знакомых, и как жизнь сложилась, и кто как жил, что видел, где бывал, да, что пережил. Много-много разговоров. И в этих разговорах вы просто понимаете, что вам так классно с друг другом, так приятно, так удобно, так комфортно, что он никто другой и не нужен. Будете болтать несколько часов подряд. Ну и потом все время у вас как-то много разговоров. Может быть, вы оба любите поговорить, либо вам будет всегда что обсудить. Вот тут встреча мне как чуть-чуть попозже идет, да, потому что здесь вот как-то природа немножко увядает. Может, это осень, да, поздняя осень. Одежда. Вот мне идет, что одежда будет теплая. Может, сезон будет меняться. Но это не весна, потому что весна у нас здесь вышла. Это вот попозже. Да, ну осень, наверное, идет. Осень. Хотя, смотря где вы живете. Да, может, вы в Австралии живете, и у вас летом холодно, а зимой тепло. Да, смотрите там, согласно тому месту, где вы живете.
Но мне идет, что вы в одежде будете. И вот смена сезона мне еще идет. Может быть, как раз на переломе, да, вот сезона вы встречаетесь. Ну, знакомый. Этот мужчина вам точно знакомый. Друг друга вы знаете. Может быть, даже вместе были когда-то давно. Может быть, и в браке вместе были. У кого-то и так отыграется. И вот встретите друг друга снова. И поймете, что вот зря вы дров наломали, зря вы тогда семью разрушили, оба причем. Ну вот быть вам вместе. Это все показано. Так, еще что хочу добавить по поводу мужчины, по поводу работы этих всех мужчин. Здесь мужчины не лентяи, здесь мужчины не какие-то там приспособленцы, абьюзеры, здесь мужчины работящие. Особенно вот этот, который для вас что-то будет делать. У этого прям работа шикарная. Вот мне идет, что прям короночка. Да, мужчина может своим делом заниматься. Мужчина может быть специалистом широкого профиля. Мужчина очень уважаемый и почитаемый в своей работе, в своем мастерстве. Вот если он, допустим, мастер, но это его как бы мастерская, да, это его бизнес. Если он там строитель, то да, это его строительная компания, либо его бригада. Если он там врач, то это его больница, либо его клиника, либо он там главврач. Да? Вот как-то так мне идет. Прям такой серьезный мужчина, уважаемый и высокий пост занимает. Вот здесь у меня мужчина какой-то, вот он гонщик мне идет, вот он передвигается. Может быть, он продажник, может быть, он ну, вот с машиной что-то связано, да, вот командировки, поездки, вот перелеты, как бы на разном транспорте передвигаться. Вот он любит ездить, он любит дорогу, он любит скорость, и он такой, знаете, вот прям говорит, и его невозможно переговорить. Мастер слова, можно так сказать. Ну вот в продажах обычно такие люди. Ну и, возможно, в принципе, такой человек, да, и он вот постоянно в дороге, в пути мне идет. Любит, по крайней мере, любит. Может быть, это его хобби, но и работа тоже, мне кажется, как-то связана с передвижениями. Вот здесь очень похоже на какого-то вот человека, как айтишника, что ли, да, такой скромный, мужчина, который теряется при виде женщин, ну, как бы, да, может быть, какой-то научный сотрудник, может быть, вот больше мне идет как айтишник. Ну, а здесь мужчина, он такой, знаете, ну, вот как в руках деньги есть. Может, у него там, не знаю, наследство, родители богатые, семейный бизнес ведет, а может быть, он такой, знаете, вот человек, который как фрилансер называется, да, то есть такой всегда устроится, такой всегда заработает. Может быть, у него там недвижимость есть, и он ее сдает, на это живет. Может быть, там чем-то таким занимается, что деньги у него всегда есть. То есть деньги для него вообще не проблема. Не особо он там напрягается, чтобы их зарабатывать, но деньги у него при этом всегда есть. Я не знаю, как такая работа называется, либо должность, но, в общем, вы сами все поймете. Ну, при деньгах. Вот нету таких, чтобы там попрошайки какие-то, либо, ну, там, мужчины несостоятельные. Вот этого я не вижу. И за это я благодарна небесам, что именно на мой обряд такие не пришли. Потому что, ну, зачем? Зачем вам мужчина, который еще будет там расти? Да? Зачем вам его ждать? Должны жить здесь и сейчас, да? И не должны себя в чем-то ужимать, ущемлять, либо экономить. Ну, к чему это? Вот, слава Богу, да, пришли вполне себе состоявшиеся мужчины. Так, еще... Здесь вот показан дом, но дом какой-то странной формы. И показано, что мужчина вот как будто бы собирает этот дом, строит, может быть, покупает, может быть, он для вас приобретает дом. Но я так понимаю, что жить на его территории и крышу это он вам будет обеспечивать. Вот именно обеспечить. И вообще, в принципе, да, вам от мужчины дом получить, да, жилье получить. То есть пусть у кого-то будет сейчас, у кого-то будет позже, но вот для всех, для вас, видите, в центре показали, вот он, мужчинка стоит, и он как крышу к дому, да, старается как приделать. То есть строит, он занимается этим вопросом, он займется этим вопросом. Он вас, ну, грубо говоря, жильем обеспечит. Вот как-то так мне идет. Конечно, у каждой будет по-своему, да, но вот явно от него все это вот как обеспечение жилья идет.
Вот, за это не переживайте. Каждый из них, видите, в центре рисунок вышел. Еще здесь показан дракон, на котором стоит мужчина. Дракон, во-первых, говорит про здоровье мужчины, да, что мужчина будет здоровенький. Второй момент, дракон говорит о том, что мужчина успешный. Третий момент, что мужчина не какая-то там тютя, да, он может и за себя постоять, и за любимую женщину постоять. Характер у него такой драконистый, да, уверенный в себе человек, уважаемый человек. Ну, красавчик, что тут скажешь. Видная личность, да, за него никогда вам не будет стыдно, наоборот, вот прям гордость будет пробирать, потому что мужчина-дракон у вас идет. Еще здесь показан какой-то спорт, только я не пойму, что это. Тут мужчина, он не только любит, да, спорт, но он еще занимается каким-то спортом. И это важная часть. И почему-то так показали, что уклон в вашу сторону идет. То ли вы мужчину приобщите, да, заниматься каким-то спортом, то ли мужчина вас приобщит к своему любимому спорту. Ну вот то, чем вы будете, например, вместе заниматься, да, вместе будете делить друг другом. Ну, спортивный идет, да, и любит спорт, и занимается, либо будет заниматься вместе с вами спортом. Это тоже показали. Так, дети. Вот ребенка показали. Показали, что ребенок, ну, с вашей стороны идет. Скорее всего, на вас будет похож, а вот ментал будет как у папы. Да? Вот у кого будет совместный ребенок, то ребенок именно, ну вот как умом, головой будет похож на отца, а внешность будет как вы. Из вас отыграется, что вы с мужчиной ребенка вместе заведете. Ну и также то, что ребенок вышел на вашей стороне, может говорить о том, что мужчина вашего ребенка примет как своего. То есть вместе будете растить вашего ребенка. Ну, понятно, что вы все разные. Есть женщины, которые уже ну, не хотят рожать, да, там, в силу разных обстоятельств, но хотят быть счастливы. Да, у вас уже может быть ребенок. Вы сойдетесь с мужчиной, да, может, у него тоже есть ребенок, там, может, он тоже был женат. И мужчина скажет, ну, как бы я принимаю твоего ребенка, то есть я люблю тебя и ребенка твоего люблю, буду там воспитывать, участвовать, содержать. Да, вот, ну, именно в таком ключе информация. Но у кого-то отыграется, что у вас совместные дети будут. Показали здесь одного. Это не значит, что у вас будет один. Просто на ближайшее время показали одного. Лицом как вы, а головой как отец. Вот как-то так идет. В таком ключе информация вышла. Ну, а если у вас есть ребенок, то мужчина с удовольствием его примет. И с удовольствием будет участвовать в его судьбе. Но опять же, да, кто-то прям будет отца включать на полную, а кто-то будет там друга включать, а кто-то, ну, вот как-то постепенно будет выстраивать отношения. Но ребенок, видите, на вашей стороне. Все-таки как бы вы главное, да, в этом плане. И все будет по-вашему. Так, еще дорог много вышло. Много дорог. Ну, дороги могут говорить как и о том, что вы будете много путешествовать с мужчиной, но и также эти дороги, они прямые, длинные, идут снизу вверх, могут говорить о том, что с мужчиной вы будете, например, куда-то уезжать, переезжать, возможно, даже и эмигрировать. Вот, дороги две, идут как одна, снизу вверх. То есть дороги удачные, успешные, дороги, которые улучшают жизнь. Даже если это путешествие, да? Это интересно, это познавательно. Опять же, путешествия тоже разные бывают. Там бывают там, и медицинский туризм, да? Хорошие, качественные там, специалисты, допустим, в другой стране. Там, если у мужчины есть возможность все это оплатить, почему бы и не поехать. Вот. Ну и также, если переезд, то переезд очень удачный. Переезд, кстати, идет на двоих. Это не так, что вы там собрались к мужу, переехали. Это не переезд. Здесь вот переезд, как, не знаю, иммиграция, например, либо переезд в пределах, в рамках одной страны, из одного города в другой. Но вы вместе будете ехать. Вы будете этими переездами, этими поездками улучшать свою жизнь. Не ухудшать, а именно улучшать. Ну и дороги эти очень длинные. Это тоже может быть указание на то, что вы проживете с этим мужчиной долгую и ровную жизнь. Именно ровную жизнь. То есть не будет там каких-то барьеров, рытвин, западни, да, вот ровная жизнь. Спокойная, уравновешенная, стабильная жизнь и долгая. И смотрите, эти две линии, как одна, они приблизительно одной длины. То есть, как там
рука об руку, да, и в один день. Но не буду произносить это слово, а кто понял, тот понял. На самом деле мне очень понравился этот обряд. Мне понравилось то, что я увидела. Особенно радует то, что мужчина вам звезду на руках дарит. Видите, в услужливой такой позе он вам звезду дарит. А это значит, что он повлияет и поменяет вашу жизнь. Встреча с этим мужчиной — это все равно, что вот звезду с неба поймать. А мы знаем, что звезды, они счастье приносят. Вот и этот мужчина, которого мы призвали этим обрядом, будь это первый, второй, третий, либо четвертый, принесет в вашу жизнь действительно качественные перемены и сделает вас очень, девочки, счастливой. После этого обряда вы можете пойти покормить птичек, рыбок, собачек, кошечек, ну, либо кому-то помочь. Это будет откуп за обряд. Это будет ваш откуп перед судьбой. Это не обязательно, но это желательно. Ну, кто на что горазд, вот на что потянет, то и делайте. Да? Пусть вам интуиция подскажет, как правильно поступить, какой откуп сделать. Ну, а кто зашел на этот обряд, кто еще зайдет, посмотрит позже, поверьте, ни срока давности, ни годности этот обряд не имеет. Безвременный, безвременный. Если это видео вас найдет, обязательно его посмотрите. Поверьте, оно привлечет вашего суженого ряженого. И вы после этого обряда обязательно станете самой любимой, самой любящей, ну и, конечно же, очень счастливой. Воистину, да будет так, так оно и будет. Всем спасибо, берегите себя, всем пока-пока.